Безопасную эксплуатацию трансформаторов проверили сотрудники РЭС. Рейд провели по Назрани. Свадьба с отягчающими обстоятельствами. Как кортеж может на корню испортить семейную жизнь? Дань традициям или сумасбродство? Сегодня день физкультурника. Практически во всех районах Ингушетии прошли спортивные мероприятия. На некоторых расскажем в выпуске. Здравствуйте, это новости 24. Сотрудники РЭС Назрани проверили трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередач на территории и вблизи учебных заведений. Какие требования должны быть выполнены при установке и что способно нивелировать безопасность граждан, расскажет Хава Газикова. Вот к таким последствиям иногда могут привести случаи неправильной эксплуатации трансформаторов, особенно если они расположены вблизи общеобразовательных и дошкольных учреждений. Многочисленные видео в интернете тому подтверждение. Хадижат Исмурзиева по этому поводу не переживает. Один из ее 22 внуков входит в школу номер 11, и при этом она полностью уверена в его безопасности. Но в данный момент трансформатора сон опасных. Это в данный момент. В школе а так 16 года день сада хакла. Ермидия хамдуатиш нормально. К основным требованиям по безопасности трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередач относятся наличие стационарных ограждений, запирающих и заземляющих устройства, информационных знаков и плакатов, предупреждающих об опасности. В преддверии нового учебного года очень важно проверить, все ли на месте. К слову, в этой школе никаких замечаний нет. Ее можно назвать образцовой. Разъединители высоковольтные находятся на должной высоте, которая предотвращает доступ детей. Также токоведущие части изолированы, защищены от непосредственного прикосновения. Трансформатор сам огорожен, генератор находится внутри ограждения. Это все препятствует доступу детей и, соответственно, их поражению электрическим током. Правильно установленный трансформатор обеспечит не только безопасность, но и стабильную подачу электроэнергии в любую погоду. По словам заместителя директора по хозяйственной части, благодаря хорошей основе еще со времен строительства школы сейчас никаких проблем нет. Главным плюсом застройщика было, что он добросовестно отнесся к этой работе безопасности детей, оградил наш трансформатор. Трансформатор сам закрытого типа, без забора к нему не подлезешь. Мы довольны. Дверцы закрыты, по периметру забор. Необходимый минимум условий для обеспечения большей безопасности также проверили трансформаторы в 10 и в 5 школах. Если на первом объекте обошлось без единого замечания, то во втором мелкий недочет все-таки нашли. Комментировать представители учебного учреждения отказались, но факт остается фактом. У данного трансформатора подстанции не было ограждения, и данное замечание было устранено школы. И единственное, что осталось, это кустарниковое дерево, которое здесь растет. Недостаточно просто обрезать ветки, надо полностью удалить дерево, чтобы оно в последующем тоже не вырастало. Нужно все же понимать, что безопасность детей превыше всего. Короткое замыкание зачастую становится причиной серьезных трагедий. Поэтому очень важно до начала учебного года изолировать надлежащим образом все трансформаторы в регионе. Хава Газикова, Хава Гагиева, Асхаб Белакиев. Новости 24. Медицинские работники и лица пожилого возраста, то есть более уязвимые слои населения, в первую очередь будут вакцинированы против коронавируса после регистрации препарата. Об этом сообщили в Минздраве страны. Напомним, что ранее клинические испытания вакцины, разработанной Центром Гамалеи, завершились. Еще одна вакцина, над которой работают в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, находится на стадии клинических исследований. Планирует Минздрав начать массовую вакцинацию уже в октябре.
Превратности свадебного кортежа – традиции или все-таки исключительная жажда адреналина, почти всегда неоправданная? Дрифт, гонка, стрельба из оружия, а потом синяки, головная боль, иногда больница. Бывают и необратимые последствия. Стоит ли начало становления семейной ячейки таких жертв? Разбиралась Диана Дударова. Это отрезок из готового монтажа ингушской свадьбы. Кортеж едет спокойно, его открывает машина стариков, за ней автомобиль с невестой, никаких нарушений ПДД и помех на встречной полосе. В общем, все цивильно. И такой видеоряд можно увидеть, просмотрев практически любой свадебный диск. Работа монтажера безупречна. А вот что чаще всего остается за кадром? Это битва за второе место в кортеже. Его считают почетными. В погоне за ним некоторые забывают обо всем остальном. И даже о безопасности здоровья и жизни людей. А вот на этом видео лихачество, не имеющее никакого смысла и цели. Дрифтеры без опыта и беспредел в поездке за невестой – уже привычное явление на ингушских свадьбах. В общем, так же, как и борьба местных властей и богословов с опасными гонками. Каждый свадебный кортеж сопровождают старики, которые еще перед тем, как выехать, дают четкую установку не нарушать нормы и требования дорожного движения, не допускать инцидентов, которые ничего общего не имеют ни с традициями народа, ни с ментальностью. Религиозные деятели такие действия называют безумием. Убеждены в намеренной порче собственного и чужого имущества. Причинение вреда людям нет места никакой нравственности и культуре. Кто даст положительную оценку этим действиям? Мы говорим со стороны религии. Расточитель является братьями сатаны. Всевышний нам привел этот пример. Во многих аятах Аллах говорит: поистине я не люблю тех, кто без пользы тратит имущество. Расточители я не люблю. Сегодня, если мы в этой жизни не имеем цель достичь довольствия Всевышнего, чего мы можем ожидать в загробной жизни, в мире вечном? Наш народ, мы все всегда отличались тем, что мы проявляли почтительное уважение к старшему поколению. Железо, эта машина, является также и орудием убийства. Сегодня сколько людей погибает в автокатастрофах. Ежедневно. Это те же нарушители, которые те же устраивают. Они тоже не думали, что могут стать причиной ДТП, что могут убить кого-то или искалечить кого-то. Они тоже думали, что они хорошие водители, что их машина их не подведет, то, что они могут выкрутиться из любой ситуации. Но мы же видим, сколько людей погибает на дорогах. Как только скрывается машина стариков, подъезжают они. Так сложилось, что миссию взять хвост машины невесты чаще всего выполняют отечественные легковушки, подготовленные специально для этой гонки. Эти ласточки на своем пути не щадят никого, особенно зарубежный автопром. А ведь их ремонт и приобретение запчастей редко укладывается в 100 000 тысяч. И чаще всего за беспредел вынужден отвечать дом жениха. Отсюда вытекают серьезные скандалы, которые, кстати, нередко доходят до кровной мести. Чисто поехали на свадьбу, там разбили несколько машин, выстрелили несколько оружий и все тому подобное. Потом уже приходит домой, а разбираться будет уже его отец или его дядя, еще кто-то еще, но не он сам. Сумасшедшая езда свадебных кортежей не единственная беда в поездках за невестой. Гонщиков дополняют на этих гуляниях неопытные стрелки. Стрельбу во время сопровождения свадебного кортежа молодые люди объясняют обычаем, который строился веками. Древнюю традицию все объясняют по-разному. То ли оберегом от сглаза, или таким образом сообщали, что невесту забрали. Правда, этот ритуал давно превратился в элемент веселья и куража. Призываю голосу разума, через призму религии, через призму наших адатов. Уважайте старших. Не делайте это, не стреляйте лишний раз и в воздух, и даже если это не боевое оружие, не надо пугать людей. В достоверном хадисе от Ибн Дауда сказано: не дозволено человеку пугать других. Когда в мечети пророк увидел одного человека, который шел с оголенными стрелами, пророк его подозвал и сказал ему: возьми их за наконечники, чтобы исключить риск кого-то поцарапать.
Участвует во всем этом, естественно, молодежь. Зазорного ничего не видит. И даже находит оправдание своим действиям. Испытывают мощный адреналин, будет что вспомнить. Здесь не поспоришь, всей жизни не хватит, чтобы забыть некоторые плачевные результаты. Когда невеста попадала в больницу в собственный день свадьбы, умирали молодые девушки на пассажирских местах. Или как шальная пуля задела детей. На одной из свадеб в Малгобеке несколько лет назад огнестрельное ранение в голову получил 5-летний ребенок. Так нарушают человеческие, религиозные и федеральные законы. И все-таки радует сознательных молодых людей гораздо больше. И это не значит, что они не любят ездить за невестой, отдыхать и веселиться. Уверены, что всему свое место и время. Но в одном убеждены точно – погоня за драйвом не стоит человеческих жизней. Сегодня есть такие нюансы, что молодежь не умеет выбирать место и время для этого. То есть, если стрелять, то нужно стрелять в уединенном месте, где нет лишних машин, людей, сторониться от всяких, можно сказать, предстоящих бед. У нас сегодня позволяют стрелять прямо во дворе, где есть дети гуляют там. Даже от гильзы можно получить травму. Ингушские свадьбы всегда отличались своей самобытностью и красивыми традициями. Молодые ребята считают, что длинный кортеж – это эффектно и весело. Безусловно, если не забывать, что дороги для них не перекрыты, и они не единственные участники дорожного движения, и что благодаря их действиям создается впечатление в целом о народе. Диана Дударова, Магомед Дидиков, Новости 24. Наш земляк, игрок российского «Зенита» Магомед Аздоев завоевал Суперкубок России. Игра прошла накануне. На 69-й минуте Аздоев забивает второй победный гол в ворота «Локомотива». Мяч залетает в ворота после рикошета от перекладины. У «Зенита» третий трофей в 2020-м. Если кто-то забыл, летом питерский клуб оформил чемпионство в РПЛ и победил в финале Кубка России «Химки». Элементарно открылся. Передача под удар. Аздоев! Очень довольны, что выиграли. Это же великолепно выиграть все, что возможно в России за один год и делать, можно сказать, требл. И нам очень приятно это. Я думаю, команда заслужила своей работой, профессионализмом. Все, что делает на тренировочном процессе в игре. И что видно, что мы одна команда, боремся друг за друга. Я думаю, что это не передать словами, такие эмоции крутые. Не хватает Бана. И я думаю, что хотелось бы, чтобы он с нами тут был, чтобы разделил эту радость вместе с нами, потому что он тоже проделал огромную работу. И хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые поддерживали нас все время. И одним словом, с победой! Сегодня, во вторую субботу августа, отмечается День физкультурника. Дата установилась ровно 30 лет назад. К этому дню сотрудники Центра культуры, спорта и туризма перед башней Согласия провели мероприятие. Организовали зарядку для детей. Дана Плеева присоединилась. Поднимаем руки, большие пальцы сводим. Глубокий вдох, небольшая разминка и приступаем к упражнениям. Площадь перед башней Согласия сегодня на время преобразилась в небольшой стадион. Веселое настроение и желание – все, что нужно для утренней зарядки. А проводит ее для ребят основатель спортивного течения Шотсанлат в регионе Магомед Гирей-Сукиев. Крепкий и подтянутый, ведущий здоровый образ жизни, до сих пор преподает детям, являя собой пример того, что спорт – признак долголетия и крепкого здоровья. Малоподвижный образ жизни, чреватый, вы знаете, букетами болезней, снижением иммунитета, жизненных сил. Совсем недавно эта волна была пандемии, всевозможные эпидемии и так далее. И все в один голос ученые нам подтвердили, что виной всему, то есть в первую очередь страдают те, у кого слабый иммунитет. Вот для этого нужен спорт. Зарядку приурочили ко дню физкультурника. Праздник отмечается в России с давних пор, когда спорт стал одним из наиболее популярных занятий в стране. Но в современном мире, когда все под рукой и необходимость движения сведена к минимуму, особенно важно вести подвижный образ, уверены организаторы в лице Центра культуры, спорта и туризма. И прививать любовь к спорту надо с самого юного возраста. Ученые сообщества, они уже признали, что действительно надо увеличивать нагрузку на физическую культуру. Даже в школах признали, что надо вводить уже дополнительный третий час физкультуры, уже спортивные секции там вводить. Поэтому необходимость в этом давно назрела.
После активных нагрузок ребят ждал не менее активный отдых. Кто-то не прочь прокатиться на поезде, а непоседы поменьше пробуют на прочность батут и качели. Главное преимущество спорта – это его доступность для любого. Научиться различным упражнениям можно, не выходя из дома. Например, как Хава с сестрой. Девочки довольно успешно самостоятельно осваивают элементы гимнастики. Или ходить на руках, как Магомед Богатырев. Спорт играет немалую роль в его жизни. Парень увлекается футболом и занимается боксом. И все это получается совмещать с учебой. Юноша мечтает занять свое место наравне с именитыми ингушскими спортсменами региона в боксе. Все говорят, что нужно иметь огромный талант, все дела, но мне кажется, упорный труд все решает. В любом спорте, если ты хочешь добиться своего, ты добьешься этого. Главное никого не слушать и идти вперед. Сегодняшний праздник близок многим. Его отмечают тренеры, преподаватели, спортсмены и люди, которые ведут здоровый образ жизни. Ведь физкультура и спорт совершенствуют и развивают не только тело, но и дух, воспитывают упорство в достижении цели и закаляют волю. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. В Джейракском районе сегодня прошел турнир по стрельбе из лука. Его организовал директор курорта Арамхи Магомед Евлоев. В соревнованиях могли принять участие все желающие. Их набралось больше 60. Для стрелков организовали спецполигон, установили киоск с перекусом. Наш корреспондент с подробностями. Адам Тачиев – участник конно-спортивного клуба «Дикая дивизия». Лук в руках держит не первый раз, а вот участвовать в турнирах не решался. Узнав о сегодняшнем соревновании в курортной зоне Арамхи, вместе с друзьями решил проверить свои силы. Мотивацией стало то, что соперники такие же любители, как и он. На стрельбище он провел 3 сета по 3 выстрела. Более 60 человек приняли участие в стрельбе из лука среди новичков. Для них подготовили киоск с напитками и мороженым, колонки с атмосферным плейлистом и тренировочный полигон, так как многие впервые пользуются средневековым орудием. Не обязательно стрелу держать. Тем более у тебя на пальчик там одет, стрелу вот так держать у тебя не получится. Ты просто держишь, натягиваешь, потому что видишь, она не падает. Натягиваешь к щеке и выстреливаешь. После обучения каждого участника отправляют на соревновательное стрельбище. Сегодня здесь соревнуются и представительницы прекрасного, но отнюдь не слабого пола. Очень хорошо тут организовано все. Для отдыха есть место, есть напитки, то есть есть инструктор профессиональный, у которого можно получить мастер-класс. Я сама попробовала. Я раньше немножко сама стреляла. Мне интересно было все вспомнить и хочу сейчас участвовать в конкурсе. Сегодня мне предстала такая возможность пострелять из лука, проявить себя в том, в чем у меня нет опыта, и в том, в чем я раньше никогда и не занимался до этого. От сегодняшнего мероприятия я получил массу положительных впечатлений. И вот, как по мне, тем чаще будут проводиться подобные мероприятия, тем еще больше и усиленнее это будет подталкивать и заинтересовывать молодежь заниматься этим хобби стрельбой из лука. Правило сегодняшней игры – попасть как можно ближе к центру мишени на расстоянии 18 метров. На доске расположены 3 цели, на каждую из которых отведен отдельный сет. Набравший наибольшее количество очков по всем 9 выстрелам станет победителем, который заберет свой главный приз. За участниками наблюдают опытные судьи из Федерации стрельбы из лука и арбалета. Сегодня особо замечаний мы делать не будем, конечно, потому что все новички. В принципе, сегодня так как... Не то чтобы турнир, а чтобы люди почувствовали, расслабились, отдохнули. Мероприятие по стрельбе из стрелкового орудия собирает вокруг себя все больше и больше участников, которые продолжают заниматься полюбившимся спортивным хобби. Организаторами сегодняшнего турнира стало руководство курортной зоны Арамхи. Главным призом станет профессиональный лук. Если честно, я особо сам не лучник, но штука оказывается очень интересная процедура стрелять из лука. Так вот, я решил приобщить как можно большую часть населения Ингушетии к этому мероприятию. Оно, в конце концов, является и по исламу очень благословенным. Это неплохо! По исламу является очень благодатным делом, да и
хотелось как-то что-то веселое для народа своего сделать. Вот и решили организовать. 22 августа туристическая зона снова соберет у себя любителей пострелять. В данном случае это будет турнир по пейнтболу. Принять участие может любой желающий. Вход свободный, никаких ограничений. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. А в Назране на стадионе лицея уже комитетом по делам молодежи и спортивным клубом ОСДО накануне был проведен открытый турнир по кроссфиту. В программу вошел комплекс упражнений с символическим количеством повторений, равным дате со дня окончания Великой Отечественной войны. Слово Харану Аздоеву. Этот праздник получил широкое распространение в первые десятилетия образования Советского Союза, когда был внедрен лозунг «В здоровом теле здоровый дух». И вот уже почти 100 лет День физкультурника отмечается во вторую субботу августа, объединяя под знаменем спорта не только спортсменов, но и учителей физкультуры, тренеров, а также всех сторонников активного образа жизни. Праздник спорта состоялся на воркаут-площадке, расположенной на прилегающей территории одного из стадионов Назрани. День физкультурника – это праздник всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. А сама физкультура всегда была и остается важной сферой жизни в Ингушетии. Для Батыра Мухиева эта спортивная площадка давно стала основным местом проведения досуга со своими внуками, которых он с раннего детства приобщает к спортивному образу жизни. Ему 2 годика, ему 4. Дома они занимаются, боксировать начинают. А хули они, амбить с малых лет. Будущее наше. И какой же праздник спорта без состязаний? Ребята из спортивного клуба ОСДО оборудовали площадку для соревнования по кроссфиту, в программу которого вошел комплекс упражнений с символическим количеством повторений, равным дате со дня победы в Великой Отечественной войне. Каждый участник спортивных баталий верил в свои силы и уровень подготовки. Для победителей и призеров были подготовлены наборы спортивного питания и абонементы на посещение спортклуба, выступившего организатором турнира. А зрители и все присутствующие получили дополнительную мотивацию к ведению здорового образа жизни. Соревнования многофункциональные, многоборье. Соревнования составляют из 7 упражнений, каждое упражнение по 75 раз. Кроссфитеры, тяжелоатлеты, турникмены и просто любители спорта наполнили яркими красками воркаут-площадку, послужившую в этот день платформой для празднования Дня физкультурника. В непримиримой и азартной борьбе проходил турнир по системе круговых тренировок. В нем принимали участие как новички, так и давно знакомые нам своими яркими выступлениями спортсмены. Региональный представитель Федерации стритлифтинга России Ахмед Амхадов также принял вызов посостязаться после длительного перерыва, связанного с ограничительным режимом противоэпидемиологических мероприятий. Во время карантина я не забрасывал тренировки, но заниматься большими весами дома, в домашних условиях не получалось. Сейчас начали восстанавливать форму. И, наш клуб, ОСДО-клуб, сказали, что будет турнир по кроссфиту. Я занимаюсь в другом направлении. Вот решил себя попробовать. Тут больше упражнений собственным весом, так что думаю, 50 на 50 можно оценивать. В прошлом в День физкультурника проводились парады, а по всесоюзному спортивному календарю устраивалось до 300 спартакиад. А давая дань славным традициям, сегодня этот праздник по праву может считать своим каждый житель страны. В нашей республике это было не основное место действия праздника. Комитет по делам молодежи проводит еще несколько спортивных мероприятий с различной локацией. Запланирован ряд мероприятий, именно посвященных спорту, именно посвященных проведению таких турниров на открытых площадках, открытых турниров, в которых может участвовать, то есть не профессиональные спортсмены, а каждый желающий, то есть любители. В связи с тем, что у нас до сих пор пока еще действуют ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, поэтапно, вместе со снятием этих ограничений, мы уже входим в эту свою колею, то есть мы начинаем проводить эти мероприятия. И дальше у нас тоже запланированы и открытые турниры по силовым видам спорта, и футбольные турниры. Спортивные состязания продлились вплоть до наступления темноты. Но это не помешало судьям выявить победителей. Первое место уверенно забрал Рустам Белакиев, второе досталось стритлифтеру Ахмеду Амхадову, а вот третье место осталось пустовать. Из-за сложного комплекса упражнений не все участники смогли пройти его до конца. Тем не менее, праздник спорта удался, и каждый получил то, зачем пришел. Харун Аздоев, Магомед Шаухалов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетии. До встречи в эфире.